Ассаламу алейкум! Приветствую зрителей информационной программы «Неделя» в студии Ислам Ершов. И вот о чем мы расскажем сегодня. Грозный продолжает развиваться. Глава региона проинспектировал значимые стройплощадки столицы. Насколько важно своевременно оплачивать коммунальные услуги, об этом и о некоторых других вопросах говорили на совещании с участием главы региона. За последние годы Чеченская Республика добилась значительных результатов. Реализуются масштабные проекты. Вместе с тем есть и вопросы, которые требуют особого внимания. В республике заложили капсулы под строительство 2 новых школ хафизов. На торжественной церемонии присутствовал муфти Сала Хаджи Межиев. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Аслан Абдулаев. وسعت كل شيء مسوتشم الله شورت الله وين قش دول دنيا نلبق بقي إنوش ليتوش والقلتوش واستجي إنوش البق بقي مسوتشم الله بقه بقى ديل قهية تنبو وزي سيلا والش دالة سن قهية محمد خيلوي سفيان صوري ديل ريس خيل سن نعرفه دينها قرخي إن ديل دع ديش والش سفيان صوري خاتر أغدين شوح أقر ديق أزوال جملو الخاطر دير الله سفيان صورك عرفت دينه سفيان صور السدينه ديق أزبيلش بقر سبر دلع سفيان صور سئلر أخدين شح أقر ديق أزوال لج دالش ينجش دير دات الخيش وجو الله بوصل بستجين كورتي ديك هدوعن ألشتسون ديلت يول أويلو كورتي ديلتسون أويل خلر اختري الله ديل وتسونس ديل يلشنو ديسنا عليه الصلاة والسلام قدسي حديث دال إيلر ديل يلشنو ديسنا أنا عند ظن عبدي بي بوه دال بوغ شا وشنا شيلي شيتيول أويلانس أصلي أويل شيس ديك يلح إيه تميوك الله ديل يشتشوك الله ديل يا الله ديل ورن إيه تمي يشتشوك وزي سيلا والش دال أص الله ديل سيول أويل تاي يلوين إيه تمي وجوي كوميرش وجوي يشتش وجوي كان دور قيمتنا خلص دينا محشر أرقون خوالرو الله ديل عادي لأخوترو الله بخارس ديتن دول حديث دو يتحبولش ناغنا إذا ديتر دوتس محتيت ديل عادل دو حلقة تنقص ديل عادل حلقة إيش جرى تشقوس الله عازب ملكش يدعوي قول والشة جرى تشقوس الله يدعوي قول والشة إلا يحيج رو الله يحيج إحيج ولش ده لا إيردو الله يحيج بيقونا خال يحيج نسوقونا خشونسا ده لا قميل ديردو يلا ده لا واتعلق عنهم نختو نختارهم مقدات ده الخاطر دو الله تسنقر هي حين خال دنيا شو أحد دين ديك كرسديش ويتيحو دنيا شو أحد دين إديك تخن كرسدين ويتيحو يا دنيا شو حايبين بوتش بالو بالخ إيوه بالخ أبوجين ويتيحو دال تم خاطر دو الله سلينو إردو بوخا شادينك بيمتكريشين شادينك دين دول ديك كريشين دين دول وو كريشين إيتويش واتشا إردو بوخ تقدال خاطر دو الله تم يخون حيوش حال ويلي أش يخون حيوش حال عازب يدعوي جوشوها جيرغت يدعوي جوشوها يخون حيوش حال حيدينك بيم حنكرين تخيلشه تقلينو إردو الله يا الله وزن دل حيوتول ويل إيش ياتشي إردو يا الله وزن دل حيوتول ويل إيش ياتشي أحجش دير دو مهجورشة أحقية تنبير دو مهجورشة عجيرغت حلوة قرو مهجورشة دال إردو بوخ أنا عند ظن عبدي بي أصليش يسخلوا الأولى توشا يلسمني شوفيك إردو بوخ وزي سيلا ولش دالة أس الله دالس يول أولى تا يلوي أس وزي يخلوا ولش دال سنس يول أولى انت دال قهية بين شارع دويلوي. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву.
На территории Российского университета спецназа имени Владимира Путина завершился чемпионат органов ФСБ Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия и служебному двоеборью. В соревновании состязались 360 участников. В закрытии мероприятия приняли участие глава региона Рамзан Хаджикадыров вместе с начальником УФСБ России по Чеченской Республике Дмитрием Кечкиным и начальником пограничного УФСБ России по субъекту Андреем Корчановым. Подробности в материале Седы Хасиевой. Чемпионат между органами Федеральной службы безопасности Южно- и Северо-Кавказскими федеральными округами проходит впервые. В Российском университете спецназа имени Владимира Путина 360 участников состязались в двух дисциплинах – боевое ручное стрелковое оружие и служебное двоеборье. Глава региона Рамзан Хаджикадыров вместе с начальником управления Федеральной службы безопасности России по Чеченской Республике Дмитрием Кечкиным и начальником пограничного управления Федеральной службы безопасности России по субъекту Андреем Корчановым прибыли на церемонию награждения победителей. Всего состязалось 29 команд. По словам организаторов, каждый участник продемонстрировал достойные результаты. Я рад приветствовать вас на базе Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина. Мне очень приятно, что чемпионат органов ФСБ в этом году проходит именно здесь. Президент России высоко оценил деятельность нашего университета. На его базе можно получить отличную подготовку, и для этой цели сюда приезжают люди со всей страны. Российский университет спецназа постоянно развивается, обновляет методику обучения, что делает его одним из лучших в мире. Поздравляю всех участников, желаю призерам достижения новых высот. Спасибо за внимание. Огромная значимость нынешних чемпионатов заключается в том, что они впервые проводились в городе Гудермес. На базе Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина, современной площадки, по праву считающейся одним из лучших центров подготовки специалистов силовых структур и создающей все необходимые условия для проведения соревнований на самом высоком уровне. В этой связи особые слова благодарности главе Чеченской Республики, герою Российской Федерации, генерал-полковнику Рамзану Ахматовичу Кадырову за постоянное внимание и содействие к силовым структурам, поддержку спортивных и патриотических проектов, а также вклад в развитие современной учебно-тренировочной базы, которая сегодня в условиях проведения специальной военной операции служит интересам всей страны. Почетные гости провели церемонию награждения. Победителям и призерам вручили кубки, медали и дипломы. Хочу сказать слова благодарности от всего коллектива университета и от себя лично Рамзану Ахматовичу Кадырову и нашему куратору Адаму Рамзановичу за всестороннюю помощь для университета. Мы бы не могли бы организовать такие мероприятия без их поддержки. Также непрерывно на постоянной основе также нам помогает и наш региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова Далаза. Мероприятия такого характера ежегодные, они проводятся на территории различных регионов. В следующем году принято решение о том, чтобы разделить Северный Кавказский федеральный округ будет соревноваться отдельно, Южный федеральный округ будет соревноваться отдельно. Соревнования длились со 2 по 5 июня. В регионе такое мероприятие проходит впервые. Его организатором выступило Управление Федеральной службы безопасности России по Чеченской Республике при поддержке лидера субъекта Рамзана Хаджикадырова. Седа Хасиева, Имам Юсупов, Ибрагим Батаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя». Рамзан Хаджикадыров вместе с соратниками совершил традиционную прогулку по улицам Грозного. Он пообщался с жителями, которые выразили искреннюю благодарность за мир и процветание в республике. Под его личным контролем инфраструктура в регионе развивается, строятся новые объекты, создаются рабочие места. Да, И что думаешь, да, чем дальше, я ехала больше. Це супер піш. Да, إذا شو خبرت شغلة باش مدة قاضي يقاسبه نص خالص В
период Советского Союза Грозный считался одним из самых озелененных городов страны. И сейчас эта традиция продолжает соблюдаться. В Грозном продолжается активное строительство нового района имени президента России Владимира Путина. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров проинспектировал этапы возведения многоквартирных домов, а также побывал на месте возведения современных таунхаусов. На объектах уже ведутся внутренние работы и благоустраивается прилегающая территория. Подробнее в следующем сюжете. Продолжается активная стройка второй линии района имени Владимира Путина. Одним из ключевых объектов станет уникальный пешеходный бульвар. Он будет носить имя первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Его концепция разработана Институтом развития города Грозного. На месте с инспекцией побывал глава региона. Формоста до пешеходный так. Бульвар яши, между соединение яши иштабу. Мало междуябол дабл шбу, между на официальный мрамор, магара айна чаги мрамору, из-за этого шбу штаб. Параллельно опорятора, День и ночь идет строительство и многоквартирных домов. На некоторых объектах уже началась внешняя отделка фасадов и внутренние работы. Рамзан Хаджи Кадыров дал поручение мэру города лично контролировать все этапы строительства. Также глава региона ознакомился с ходом строительства 75 современных таунхаусов, предназначенных для нуждающихся и семей участников специальной военной операции. Проект финансируется региональным общественным фондом имени Ахмата Хаджи Кадырова. Каждое жилье будет включать 2 спальни, детскую комнату и просторный зал. Рядом строится детский сад и школа, а также современный спортивный комплекс. Как отмечает лидер субъекта, это обеспечит комфортные условия для проживания и развития социальной инфраструктуры. На 1,5 миллиарда, на 2 миллиарда, за 231 между 200 еш, вот семья, 231, уже тысячами на холшах, режим южный, находит на пол. Хасный год, угорел, смысленный хасный год. Он ночью два. День дикный что-то, очень нет, по поселке нет, по поселке Чубаки, нет, хасный год, баня, делал своя. С уже проживающими жителями таунхаусов глава Чеченской Республики пообщался лично.
Работы ведутся организованно и в соответствии с графиком. Ввод таунхаусов в эксплуатацию запланирован на 23 августа текущего года и будет приурочен к 75-й годовщине со дня рождения первого президента Чеченской Республики. Рамзан Хаджи Кадыров выразил благодарность всем строителям за их профессионализм и ответственный подход к работе, уверив, что все намеченные планы будут успешно реализованы. Седа Хасиева, Имам Юсупов, Мансур Исмаилов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. Указом президента Российской Федерации 8 июня установлен как День социального работника. В Грозном по случаю профессионального праздника прошло торжественное мероприятие с участием главы региона Рамзана Хаджи Кадырова. Детали в сюжете Ломали Мусаева. В Чеченской Республике в сфере социальной защиты работают более 8 тысяч сотрудников. Они ежедневно помогают населению и 8 июня заслуженно отмечают свой профессиональный праздник. Здесь собрались люди, которые посвятили свою жизнь помощи другим. Социальные работники ежедневно поддерживают тех, кто нуждается в заботе и внимании. Их труд важен и значим для общества. Почетным гостем мероприятия стал глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров. Он поприветствовал присутствующих, а с приветственным словом выступил заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр труда, занятости и социального развития Усман Баширов. Он отметил, что благодаря бесценному опыту социальных работников социальная служба улучшается с каждым днем. Рамзан Ахматович, в рамках вашего поручения Минтруд Чеченской Республики особое внимание уделяется оказанию мер поддержки участников СВО и их семьям. 3673 человек семей погибших военнослужащих получили 100% денежную компенсацию расходов оплату на жилищно-коммунальные услуги. В том числе 718 членов семей участников СВО, 113 семей участников СВО получили субсидии на бесплатную газификацию. Трудоустроено 186 участников СВО и их членов семей. 23 участка СВО их числа детей-сирот обеспечены в внеочередном порядке жильем. За прошедший период системы социальной защиты населения республика прошла сложный путь развития, направленный на повышение качества жизни граждан. И благодаря бесценному опыту наших социальных работников, социальная сфера Чеченской Республики улучшается каждым днем. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров подчеркнул важную роль социальных работников в поддержке населения и улучшении качества жизни граждан. В ходе мероприятия отличившимся сотрудникам вручили награды. Помогать самым нуждающимся слоям населения – это наша с вами приоритетная цель. До конца текущего года свыше 1800 инвалидов и 150 ветеранов будут обеспечены субсидиями на улучшение жилищных условий. Собственно, жилье получат 966 детей-сирот. Это большая работа и высокая ответственность. Уверен, как и в предыдущие годы, вы достойно справитесь с этой задачей. Указом главы Чеченской Республики за безупречную и добросовестную работу, высокий профессионализм, проявленный при исполнении служебных обязанностей, и в связи с Днем социального работника награждаются орденом Кадырова Беширов Сулейман Абайтович, заместитель министра труда, занятости и социального развития Чеченской Республики. Одна из награжденных Фатима Айдаева. Она поблагодарила главу Чеченской Республики за внимание к ее труду. По ее словам, это вдохновляет продолжать работу с еще большей отдачей. День конституционного праздника Шхагул Биндертхо, Вайпачаха Усулейран Ларан Бинчолха Захитасон, Берез Хыльцин, Берез Хылбаширов, Османина, Хазних Сантхолара Лош, Муссуа Хулиран Болш, Ашбудерез Хылшо. Далее праздник продолжился выступлениями звезд чеченской эстрады. Ломали Мусаев, Садеми Ибрагимов, Мансур Исмаилов. Неделя. Глава региона провел расширенное совещание с участием глав городов и районов республики, руководителей ресурсоснабжающих организаций, представителей правоохранительных органов. Говорили о вопросах платежной дисциплины и оплаты жилищно-коммунальных услуг. Лидер субъекта заслушал доклады ответственных лиц. Обо всем подробнее в сюжете Лианы Хаджиевой. Актуальными являются вопросы платежной дисциплины и оплаты жилищно-коммунальных услуг. Рамзан Хаджи Кадыров провел расширенное совещание в правительстве с участием градоначальников и районов республики, руководителями ресурсоснабжающих организаций и представителями правоохранительных органов. За последние годы Чеченская Республика добилась значительных результатов. Реализуются масштабные проекты. Вместе с тем есть и вопросы, которые требуют особого внимания.
среди которых полная оплата коммунальных услуг. Абоненты должны понимать, что работа жилищно-коммунальных служб полностью зависит от своевременной оплаты. В рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Путина отслеживаются вопросы платежной дисциплины в сфере жилищно-коммунального хозяйства, заявил председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов. Вопросы платежной дисциплины в сфере жилищно-коммунального хозяйства отслеживаются в рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Кроме того, в ходе заседания правительственной комиссии на площадке Кавказского инвестиционного форума председателем правительства Российской Федерации даны поручения субъектам Северокавказского федерального округа оказать максимальное содействие реализации мер по снижению потерь и взять на контроль вопросы своевременной оплаты текущих коммунальных платежей и погашения просроченной задолженности со стороны потребителей. При активной поддержке главы региона за последние 5 лет значительно улучшилось качество предоставления коммунальных услуг. Об этом говорит министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Чеченской Республики Муслим Зайпулаев. В рамках исполнения ваших поручений Минстроем Чеченской Республики проводится постоянный мониторинг по контролю за погашением накопленной задолженности за потребленные коммунальные услуги и своевременной оплаты текущих платежей. Как отметил в своем докладе Магомед Хаджамедович, рост дебиторской задолженности за оказанные коммунальные услуги за январь-апрель текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12,3%, что на 0,8 ниже среднероссийского. То есть, в общем, среднероссийский показатель, он именно в этом направлении хуже, чем в нашей республике, но в любом случае есть вот такая динамика. По итогам 4 месяцев 2026 года начисленная сумма за коммунальные ресурсы составляет 19 миллиардов 542 миллиона рублей, оплата 13 миллиардов 218 миллионов рублей, что составляет 68%. В том числе уровень оплаты потребителей, финансируемого за счет республиканского бюджета, составил 55%. По итогам совещания глава региона поручил ответственным лицам усилить работу по погашению задолженности за жилищно-коммунальные услуги. Своевременная оплата обеспечивает бесперебойную подачу тепла, воды, электричества и газа, а также позволяет ресурсоснабжающим организациям вовремя проводить ремонты, модернизировать сети и предотвращать аварии, что в итоге создает комфортные и безопасные условия для жизни. Лиана Хаджиева, Имам Юсупов, Мансур Исмаилов. Неделя. В Чеченской Республике продолжается комплексная работа по поддержке участников специальной военной операции и развитию системы социальной и медицинской реабилитации. Глава региона Рамзан Хаджи Кадыров посетил пансионат ветеранов, где ознакомился с условиями восстановления бойцов ходом строительства нового корпуса и вручил награды отличившимся социальным работникам. Подробности в нашем сюжете. Перед началом мероприятия глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров осмотрел новую партию спецтехники, подготовленную региональным общественным фондом имени Ахмата Хаджи Кадырова. 20 современных машин уже готовы отправиться на передовую, где каждая из них будет задействована для выполнения боевых задач. Zo'n adol ja, al is daar jongens maar een bootjan. Jongens домашние шва. Hast bussen chest jol schena ha. Os bussen khal der show uri. Yal der schena tro уже гимс арыз bir keşdu. Bar der shot yer. Dal aş koy. Da se dole be. Выступая перед собравшимися, заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр труда, занятости и социального развития Усман Баширов подчеркнул, что в Чеченской Республике выстроена эффективная система поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Сегодня она охватывает десятки тысяч человек и включает социальные выплаты, помощь в трудоустройстве, обеспечение жильем и реабилитацией. В пансионате предусмотрены все необходимые для качественного медицинского обслуживания, психологического помощи, организации питания и ухода. Решение провести мероприятие к Дню России именно на этом пансионате – это знак глубокого уважения Рамзана Ахматовича к нашим воинам, которые защищают свою родину. В соответствии с указом главы Чеченской Республики, участники СВО, члены их семей в Чеченской Республике уделяется особое внимание. На региональном уровне оказывается 31 мера поддержки. С начала СВО указанные меры поддержки получили 38 728 человек. Кроме того, по линии Минтруда Чеченской Республики в рамках данной работы достигнуты значительные результаты. 718 членов семей участников СО, 113 участников СО получили субсидии на бесплатную газификацию.
3587 участников СВО получили выплаты в размере 400 тысяч рублей. Трудоустроено 186 участников СВО и членов семей. 23 участника СВО из числа детей-сирот обеспечены жильем. В своем обращении Рамзан Хаджи Кадыров поздравил собравшихся с Днем России и отметил важную роль социальных работников в жизни общества. В рамках мероприятия состоялась церемония награждения отличившихся сотрудников. Поздравляю всех с наступающим Днем России, государственным праздником, который объединяет все народы и конфессии в одну большую сильную страну. Социальная защита – это одна из важных задач нашего государства и команды первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Благодарю каждого, кто добросовестно трудится на таких объектах и делает жизнь наших уважаемых ветеранов лучше. После официальной части глава региона осмотрел инфраструктуру пансионата и пообщался с бойцами, проходящими курс восстановления. Сегодня учреждение оснащено современным оборудованием, которое помогает проводить реабилитацию на новом качественном уровне. Måste условия на Рамзан, вот что он это что сюда возможность лечебный корпус ялчина, вот что сада аж лечение еще от медицинского оборудования, туалет медицинского оборудования. Хорош. Осмадуйчан. Посетил Рамзан Хаджи Кадыров и строительную площадку нового трехэтажного комплекса пансионата. В настоящее время строители выполняют бетонные работы на уровне второго этажа. Завершение строительства и ввод объекта в эксплуатацию запланированы в этом году. Реализация проекта позволит создать в регионе еще 20 новых рабочих мест. 3,5 тысяч квадратных метров. Уже это было, что он заказывал, был обуден, он нашел. Инзва, улех, вообще отдельно, 50 кое, отдельно, чувствуете лечение еще, что я говорю, что мы что чувствуем, его хинза пробовал, что это вот я, озеро база. Просто я что там метр 50 перестание. Просто я чувствую, что озеро есть, вах, висит в мае, говорит, и что это вах, я бас, за вах, чем лет такие, за что условия позерешь, хазнеса позерешь. Я короче, я что это? Италия, мы регистр болот. هذا خطبة سيشجي. يو. فندق يشجي. فندق يشجي. شو خزاي ونادر. ده الحلقة شو تيح شو خزو. يالدام بوشمس. لا يو. إنت هوش لا ده كان تقول ده يريوش. В Чеченской Республике выстроена системная поддержка участников специальной военной операции. Оказывается необходимая помощь военнослужащим от медицинской реабилитации до социальной поддержки. Ломали Мусаев, Сайдами Ибрагимов, Мансур Исмаилов. Неделя. В Наурском и Шелковском районах заложили капсулы под строительство школ хафизов. Каждая из них сможет вместить в себя около 100 муталимов. Торжественные мероприятия посетил муфтий Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев вместе с соратниками. Подробности у нашего корреспондента. Для жителей Наурского района наступил долгожданный момент. Здесь заложили капсулу под строительство первой школы хафизов. На торжественное событие прибыл муфтий Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев вместе с соратниками. دل ينقل شو الكمر شو بقل بالقية تمحلها بال دل أحمد حج دل غزوة قبول ديلسن دل درجع لقى وقل إذا شو إبا عندولش دل ويخ قية تنبين سنة سر الخل بوش بونيق هنا الشيشة أرول شخينح دل دعنية تنز أرى والله دل شو أربعين بوش بونيق قابل بين شلت يعني هرستويم شويك حالي يحضر داتر وزغل وش دالة دعم داخل سو داخل وندين داشتال دیگ دال دیکن سبیخ اموال آمد هجین تغنا تو حق داشتالش قینه تو شیء سیدی غزوتی دعد الله شیء دوزل تقو این تو دو دهنی تقو این تو سیدی تقو این تعام تقو این تو دل دین بعندال شیء مخ بعندال شیء قام بعندال شه تغنا إذا دال قابل دين خلال قويتش دو تغنا حق
والحقوش دي что ох нямоч. В честь долгожданного события совершили обряд жертвоприношения. Будущая школа хафизов вместит около 100 человек. Сегодня у нас будет проведена закладка капсулы под строительство данного объекта на территории города Наурска, Наурского муниципального района Чеченской Республики. И солвата вай почастельду Рамзан Ахматович дала алжуэль из-за мел дештал хумавой республика вайнгушту. Диц навер воча, еш междикшту, еш хужерщу, школу хафизщу, социальный объект чего деш домашнего. تونا أخكاش تبالك شباخر خاشنا دق صوت دور قيقول دق صوت خردوي أشق قيقول دق صوت خردوتش هور يرت حال دين الدل مجدقشتو مجدقش دين لك وأحمد حاجي تراح يول الشغل دال ديق الويل دال غاز قابل دول سون تراح يول الشغل فونديو إذا أي معنى حاجة كيجا لاح يول الشغل هرا حافظ شكولا ويا أحمد حاجة تراح يول الشغل فوندو حال يشو أي معنى حاجة بيركتت وسيلة هوش الله داله ساق دويله أي معنى حاجة وين بتشحي هر دق صوت أخ كاشتن دين دول. Также заложили капсулу под строительство школы хафизов и в Шелковском районе. Ее вместительность также рассчитана на 100 человек. Ход работ курирует советник главы Чеченской Республики Амруди Эдельгириев. دوغويل باتش عن داغي ابوشتن بقي بيناسب بوش بدال يا بيرك تبل دال شاريز والجماعه طويل شاريز والعلم ناقي بول قزاح وباتش اي مان عجدا زاد ويل وزعمل ديشتك دون وباك عمل ديشتك دون دال هو الخنب В Чеченской Республике уделяется особое внимание духовному развитию. На данный момент в регионе функционирует 11 школ хафизов и на стадии строительства еще 3 подобных объекта. Все расходы взял на себя региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Лиана Хаджиева, Имам Юсупов, Мансур Исмаилов. Неделя. В Доме печати в Грозном прошел фестиваль «Мир культуры народов Чеченской Республики», приуроченный ко Дню России и Году единства народов страны. Его главной целью стало формирование и укрепление дружбы и согласия между народами, проживающими в регионе. В рамках праздника представители различных этносов представили элементы своей традиционной культуры, исполнили народные песни и танцы, а также познакомили гостей с блюдами национальной кухни. Мероприятие посетили почетные гости, среди которых заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр региона по национальной политике и внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. День России является символом единства народов Российской Федерации, является точкой отсчета современной истории Российской Федерации. В первую очередь хочу от лица главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Кадырова, членов правительства поздравить всех присутствующих, в частности представителей малых народов, с этими праздниками, с Днем России и с проведением данного фестиваля. Друзья, мы гордимся тем, что мы живем в большой дружной семье народов Российской Федерации. Наши братья и сестры из малых народов, они участвуют на мероприятиях республиканского значения, работают в органах власти, принимают полноценное участие в общественно-политической и социальной жизни республики. Мы гордимся нашими братьями и сестрами. Мы гордимся тем, что в республике не наблюдаются никакие конфликтные ситуации на почве межнациональной, межрелигиозной розни, не наблюдаются какие-то раздражители между национальностями. Это все благодаря той концепции, которая была разработана, основана нашим первым президентом, героем России Ахматом Хаджи Кадыровым. Он нам проложил, прочертил путь, по которому мы идем, строим, приумножаем этот межнациональный мир, стабильность, гармонию между конфессиями, этносами. Мероприятие было организовано Министерством по национальной политике, внешним связям, печати и информации при поддержке автономной некоммерческой организации «Дом народов Чеченской Республики». В рамках фестиваля почетными грамотами главы республики и благодарственными письмами наградили представителей лидера субъектов в других регионах России за их многолетний труд, вклад в развитие региона и укрепление межнациональных отношений. Награждается Хачукаев Иса Якубович, представитель главы Чеченской Республики, Республики Крым и городе Севастополь. В Чеченской Республике проживает почти сотни наций, национальностей в мире, созидании и процветании.
Ахмат Хаджи Кадыров, Далгазов Обалдельсон, его одним из первых призывов были к тому, что к единению, к братству народов, которые проживают на территории Чеченской Республики. Мы так и поступаем. Сегодня в Чеченской Республике мир, процветание и созидание. Наши народы все вместе сегодня собрались на этот необыкновенный праздник. Мы видим ликование, радость на лицах наших людей. А это самое главное. Поэтому хочу поздравить всех граждан нашей великой страны с Днем России. Республиканская клиническая больница имени Ахмата Хаджи Кадырова – это ведущее медицинское учреждение региона. Каждый день там проходят обслуживание более 400 человек. Квалифицированные и опытные врачи проводят полную проверку здоровья. О работе РКБ наш следующий сюжет. В летнее время многие люди стремятся насладиться теплом и активным отдыхом на свежем воздухе. Однако, несмотря на все положительные моменты, этот сезон таит в себе и определенные риски для здоровья. К примеру, из-за цветения некоторых растений может начаться аллергическая реакция. Врач-аллерголог-иммунолог Республиканской клинической больницы имени Ахмата Хаджи Кадырова объяснил, по каким признакам можно определить у себя этот недуг. Очень многие люди путают, то есть они, когда происходит проявление симптомов глаза, они идут к офтальмологу, когда нос идут к врачу, они часто упускают момент, что это, то есть нужно пойти именно к специалисту-аллергологу. Симптомами сезонной аллергии являются это постоянная заложенность носа или выделение из носа, постоянное чихание. Симптомы со стороны глаз это то, что идет покраснение конъюнктивы, отек конъюнктивы, слезотечение, зуд в области глаз и носа. Жара может оказывать значительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Высокие температуры могут привести к резкому повышению давления. По советам врачей, чтобы контролировать артериальное давление, необходимо поддерживать физическую активность, избавиться от вредных привычек и спать не менее 8 часов в день. К слову, недосып тоже может провоцировать некоторые расстройства в организме человека и вызвать определенные проблемы со здоровьем. Каждый день Республиканская клиническая больница обслуживает более 400 посетителей. Пациенты приходят с различными жалобами. У нас пациенты разнокалиберные, так сказать. Основной летний период времени – это пациенты с травмой бытовые травмы. Касательно падения с крыши, какими-то работами, инструментами бытовыми, которые вспомогательно используют при строении какие-то ограждения, кровли и так далее. В случае, если пациент получил травму домочадцы, то есть оказать случайные прохожие, бытовая травма, это такая грамотная, я повторяюсь, оказанная доврачебная помощь, она спасает жизнь пациенту. Прежде всего, это, конечно, не теряться в нештатной ситуации, брать себя в руки, успокоить пациента, немаловажный фактор, когда непосредственно по той или иной причине у пациента наступают какие-то такие патологические состояния в виде шока, такой ответной реакции организма. Первый раз был у эндокринолога на приеме. Оценка 50 и бесконечных плюсов. Этому врачу все понравилось, все хорошо. Сейчас иду к заведующему эндокринологии и буду ложиться на стационар. Республиканская клиническая больница имени Ахмата Хаджи Кадырова является одним из ведущих медицинских учреждений региона. Здесь специализированную медицинскую помощь оказывает коллектив из почти 1500 человек, среди которых более 200 врачей. Один из них – сосудистый хирург Ислам Исраилов, который спасает жизни и за пределами страны. Он множество раз бывал в африканских странах, бесплатно оперировал там тех, кто не мог оплатить свое лечение. Сосудистая хирургия – это одна из самых сложных отраслей вообще в медицине. И наша работа, она ежедневно связана со сложностями, потому что хирургические операции, сосудистые хирургические операции, они всегда, результат их виден сразу после операции. То есть у нас или возникает осложнение, или благоприятное. Иншаллах, у нас всегда позитив, у нас положительные результаты. Квалифицированную помощь на высоком уровне оказывают и в стационаре, в котором располагается 800 спальных мест. В год здесь проходит лечение более 25 тысяч пациентов. Действительно, цвяхан до того дик отношения не ожидал операционного чуахилаш, анестезиолог, врач, медсестра, действительно до того, что дикается хочет.
История медучреждения уходит корнями в 1831 год. Тогда в крепости Грозный был открыт корпус гарнизонного госпиталя. Сегодня это многопрофильное лечебное учреждение, где функционирует больше 20 отделений по самым разным направлениям медицины. От хирургии и кардиологии до нефрологии и офтальмологии. Первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат Хаджи Кадыров внес огромный вклад в развитие медицины в регионе. И с 2024 года республиканская клиническая больница стала первым объектом здравоохранения в республике, которому присвоено имя Ахмата Хаджи Кадырова. Мы с глубоким уважением чтим память Ахмата Хаджи Кадырова, прекрасно понимая, что без его личного участия наша больница не прошла бы сложный путь от послевоенного разрушения до ведущего лечебного учреждения нашей республики. В 2024 году по просьбе нашего коллектива мы обратились в Министерство здравоохранения нашей республики с просьбой переименовать нашу больницу в честь первого президента, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Нам было дано такое разрешение, и 2024 года мы гордо носим имя нашего первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. За последнее время в республиканской клинической больнице были полностью реконструированы операционные блоки, реанимационные отделения и диагностические службы. Команда профессиональных врачей полностью предана своему делу. Как отмечают сами медработники, им не страшны никакие трудности. Их главная задача – спасать жизни людей. Седа Хасиева, Имам Юсупов, Ибрагим Батаев. Неделя. В Грозном состоялась встреча руководства Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия» с победителями электронного предварительного голосования. Ее посетили депутаты, члены местных политсоветов, а также первый заместитель секретаря Чеченского регионального отделения партии, заместитель председателя правительства региона, министр Чеченской Республики по национальной политике и внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. Мероприятие посвящено отбору кандидатов для последующего выдвижения в депутаты парламента Чеченской Республики, Грозненской городской думы, а также представительных органов 15 муниципальных округов субъекта. В голосовании приняли участие 777 кандидатов, из которых рейтинговый отбор успешно прошли около 500 человек. بقى خرج مش بقوي هوكشر خلبيش درجة أم أرد على شيء دوش عليش خرجن ببيش ويبرشوا أنت خوتشك 534 избирательно участок хрю махка ушерш видео фиксация хрю 243 избирательный участок общественные палаты трансляция вывести также наблюдатель штубаган хажишул хрбу почти 1300 наблюдателей хру это общественная палата мусу избирательного участка около 5000 членов избирательных комиссий 10 политических партий в республике 10 отделений всероссийских политических партий, которые могут участвовать в этих выборах. И политические партии, старшие кандидаты, выдвинуть беш кечем бешбу, масштабный, значимый, йог на ближайшую перспективу. Когда бабиш был белх, надо еще направление, билгалек, что есть выбор шукой. Из моссу балгати, харж бешега 385 того. Новый опыт, мягко Рамзан аж захватен систему, команду, выбор штахуша, шайл организации, хохчвадолна, остишадеш, это баллон, вовлеченных ряду, таши коят, как обычно, на самом высоком уровне и выбор штахуха. В ходе мероприятия отличившимся сотрудникам региональных средств массовой информации вручили благодарственные письма за высокий профессионализм и активное содействие в освещении процесса электронного предварительного голосования «Единой России». Среди награжденных и продюсер информационно-аналитических программ телерадиокомпании «Путь» имени Ахмата Хаджи Кадырова Мадина Мусаева. Мы, как журналисты, должны доносить до населения правдивую и достоверную информацию. А выборы – это такая важная часть нашей жизни, которая определяет будущее нашей страны. А сегодня мне очень приятно получить эту награду. Хочу выразить большую благодарность руководству партии «Единая Россия», также нашему министру Ахмеду Махмудовичу Дудаеву и директору нашей телерадиокомпании «Грозный» Чингизу Юсовичу Ахмадову. Рейсхал. Ректора Курчалоевского исламского института Хож Ахмеда Ибрагимова наградили медалью памяти Ахмата Хаджи Кадырова, отметив вклад руководителя в развитие исламского образования, просветительскую деятельность и духовно-нравственное воспитание молодежи. Награду вручил глава Курчалоевского муниципального района Асламбек Ирасханов. Она была приурочена к 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. دالا ولشنتي أمتنا بيدي خلال قصة واقيل تغنسو ينيو تيرجو خادن بالماخا وين
إذ دنيانا آخرتنا يقصيل الله يو أحمد حاجة دقليسمن بامت كديرة وبوش نقراد يق نقراد يوز ومحكح كورчар يخ. В институте подчеркивают, что Хож Ахмед пользуется большим уважением среди коллег и студентов. سون أقول حلقة ومحك دينا بركل على أوردر أخوج عمدنا إشتي أوردنا يليترنا إشت خرول قوش دورنا هندي على خوج عمد إشتي أوردن يلحق ورشور أخوكير تعقح يكشولو دقانيو خوج عمد أزدك أنتو إيمان دوشك أنتو علما ساو خوكير تعها ديش شق والش عن هوكير تعقح يكشتغل لردينا قاتش صحابيناو ويباتشو إبيلغل داقر ويباتشن إيجر توتون تدم برا إذا В избирательной комиссии Чеченской Республики наградили победителей и призеров конкурса рисунков и плакатов «Выборы глазами детей». В этом году поступило около 150 работ со всего региона. Юные авторы представили свое видение выборов, гражданской ответственности и участия в жизни общества. Председатель избирательной комиссии Чеченской Республики Умар Байханов вручил лауреатам дипломы и памятные сувениры, поздравив их с заслуженными наградами. Сегодня в избирательной комиссии Чеченской Республики проходило мероприятие по награждению победителей и призеров республиканского конкурса рисунков и плакатов «Выборы глазами детей». Конкурс проводится ежегодно в рамках повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей, также для популяризации темы выборов у подрастающего поколения. В Чеченской Республике избирательная комиссия провела семинар для представителей региональных СМИ в рамках подготовки к предстоящим сентябрьским выборам. Участники обсудили вопросы информационного обеспечения избирательной кампании, порядок проведения предвыборной агитации, а также правовые аспекты освещения выборов в СМИ. В избиркоме отметили, что взаимодействие с представителями средств массовой информации будет продолжено, поскольку СМИ играют важную роль в информировании граждан о ходе подготовки и проведения выборов. Кроме того, продолжается прием уведомлений от средств массовой информации о готовности предоставлять услуги по размещению агитационных материалов. Сегодня в рамках подготовки к предстоящим в сентябре выборам мы провели семинар с представителями региональных средств массовой информации, в котором обсудили вопросы информационного обеспечения выборов, разъяснили порядок и правила проведения агитации. Работа с представителями средств массовой информации будет продолжаться, потому что средства массовой информации являются неотъемлемой частью информационного обеспечения выборов. Это были все новости к этому часу. Спасибо, что были с нами, и до встречи.